Добрый день. Я хотел на татарском, так как касается татар нашего села. Ну, думаю, ладно. Там у меня в Одноклассниках односельчан много русских земляков из района. Им интересно. Сегодня что-то там я смотрел в словаре. Шабага что-то вспомнилось откуда-то слово. Да, чай пил. И чаинка такая крупная в чашке оказалась, в пиале. И вспомнил я, сам себе сказал, шабага. Я искал это слово в казахском словаре. Набрал специально казахско-русский переводчик. Нет, не дает. И шубага писал, и шобага писал. Ну, иногда бывает одну там вместо г надо писать, допустим. А у меня алфавит-то там на клавиатуре русский. Г пишу, может быть, из-за этого. Но потом я специально не поленился. Посмотрел словарь на букву Ш. Казахское, русский. Искал это слово, не нашел. Вот. А потом, значит, ради интереса полез. Что там? Татарско-русский словарь. Думаю, переведу. Что-то как будет переводить. Ой, переводчик там в интернете. Он перевел как жребий. Шабага. Дело в том, что мы в детстве, когда чай пили большой семьей, я говорил, там 8 человек сидело, бывало, на тахте обычно. И там старших нет, родителей нет. Если то с братьями сидим, у кого-то вот выпала чаинка большая, он кричит: шабага, шабага. Ну, типа, видимо, это, жребий пал на него, что скоро, видимо, ему придет удача или что-то такое. Восторгом не было конца. И вот обладатель этой чаинки торжественно и бережно клал себе, ну как он там, в рубашке сидит, да, чай пьет, оттягивал рубашку к себе, от себя, и клал туда, ближе к груди, как бы туда просто кидал. Вот у нас так много чего было, но вот это особенно запомнилось. Шабага, шабага. А я сейчас попутно все интересуюсь, какие же все-таки обычаи. Я думаю, мне такое подозрение, что кроме меня никто не занимается лексикой, заимствованной или даже не заимствованной, а новообразованиями татарских слов под влиянием казахского языка, под влиянием казахского окружения. Потому что вот что же я вчера или сегодня вспомнил-то? Ага, камеру выключил, сразу же вспомнил. Срайт-татрайт. Понимаете, в татарском языке, если, допустим, сры-да-тра, не рифмуется. Поэтому, значит, а у нас там поговорка такая ходила всегда, это присловие срайт-татрайт. Почему? Значит, я думаю, это с казахского, скорее всего. Просит и просит, типа. Стоит и просит, типа. Ну, это чаще говорили полшутку, полусерьез о людях, которые неравнодушны были к хмельным напиткам. И родители нас, когда воспитывали, не могли же все в жесткой форме нас воспитывать. Они обычно говорили: вот, не увлекайтесь, а то смотрите, вот видите, срать-то-трать без конца. Но это действительно, сейчас наркологи, смотришь видео, да, наркологи говорят, действительно бьют тревогу, что это алкоголь. Вот эти, я утром просыпался, мне интересно, я в подростковом возрасте в библиотеку ходил, читать нечего, мне надо было, все перечитано. Я брошюрки брал и читал там о вреде алкоголя, о вреде, значит, курения. И еще, помнится, где-то покупал брошюрки по случаю, и было, я уже рассказывал как-то мельком, комичный случай. Я брал и мужу сестры посылал письмом. Первый раз она говорит, сестра, когда ему письмо пришло, он обрадовался, но прочел там, залез
конверт, а там, значит, из брошюрки. Ну, помните, вот, комедии «Джентльмен удачи», они там в детском саду работали. И наряду с гонораром, так скажем, за труд, там брошюрка лежала о вреде алкоголя. Вот этих много тогда выпускалось. А народ не торопился их покупать. Лучше пошел и пивка купил на эти деньги. А я покупал и зятьку нашему посылал. Он первый раз обрадовался, не знал, что такое. Потом, говорит, стал чуть ли не убегать, когда ему письмо приходило. Там у меня просто странички были из брошюрки о вреде алкоголя. Вот. А сейчас вот тоже просыпался утром как-то, залезает, нечего делать там. И эти исповеди людей, которые страдают от алкоголизма, жестоко порой страдают. И вот это такая исповедь, равнодушный, никого не может оставить. Вот. И поэтому как-то читаешь эти исповеди и думаешь: о, пронесло, слава тебе, Господи. Не довелось такое испытать. И не дай Бог, как говорится. Вот. Ну, отчасти родители, не отчасти, а вообще родители абсолютно были правы относительно того, что алкоголь — это действительно страшная вещь. Привыкаешь, и вот эта поговорка или там присловие «срать-то трать», «срать-то трать» стоит и просит. Знаете, вот эта калька, я стараюсь передать, но не звучит она, а там вообще круто звучит «срать-то трать». Отчасти с юмором это, отчасти, а в большей степени, конечно, именно истину подчеркивала. Мы постоянно это видели. Но не будем отвлекаться. Мы заговорили про эти поговорки. Там еще поговорка у нас, значит, вот в детстве, когда мы сидели, курицу ели, какая-то косточка такая определенная, да. Кому попалось, он начинал разыгрывать. Это у нас иядач называлось. А потом я залез в интернет. Оказывается, в словаре есть эти иядач. И я — это хозяин, это совладелец. А знаете, в чем состоит эта фишка? Там, допустим, ну, у нас спорили. Отец с моим братом каким-то, младшим или старшим. Чаще я видел с младшим. Значит, вот они ломают вдвоем с кем-то. И потом, когда, значит, он проколется где-то, допустим, один из них другому передает, они где-то спорят, отец с сыном, то отец с сыном, значит, сын обычно с отцом спорит на рубашку. Там, если он проиграет, то отец ему рубашку покупает, а тот что-то ему или как сын что-то, какую-то работу выполнит и прочее по хозяйству или по дому. И вот это, значит, на кону стояло. И вот там на забывчивость обычно. Между прочим, там что-то говорит: подай-ка мне, пожалуйста, или, значит, на, вот, передай, пожалуйста, пиалу чая. А тот, если при этом забыл сказать «и семда», то есть помню, дескать, на память у меня все. Если он забыл сказать, и этот торжествующий говорит: ядащ. Типа все, ядащ, это значит, вот он победил, теперь он, вот это пари, или что он выиграл, получается. Вот такая игра была. Ну, я удивился, оказывается, это есть. Очень много у нас, вот какой-то Доминов там стихотворение я прочитал, Сюинще, в книжечке про Урал, что ли, про Оренбургскую область. Вот. У нас Сюинще говорили казахи, а эти у татар, оказывается, все-таки Сюинще. Вот я пытаюсь выяснить, у татар Татарстана это есть или нет? Или все-таки, раз он у нас Доминов-то из-под Оренбурга где-то там, поэт там какой-то татарский наш, на русском он писал. Может, он влияние казахских обычаев здесь, а может быть, действительно у татар у нас обычай сохранился. Сейчас вот время мало остается, быстренько скажу. Мне всегда поражает, начинают там, значит, племени майя, там нашли похожие языки. И вот представители некоторых национальностей, не буду говорить конкретно, чтобы не обидеть, это из нашего народа, из нашего народа. Я говорю: да, блин, какой из вашего народа, блин? У нас тюркские языки все похожие. Ой, время заканчивается. Я на эту тему, наверное, потом специально скажу. Всего доброго, спасибо за внимание.